Здравствуйте! Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Группа видеороликов называется «Азбука права». Все видео подготовлены по пожеланиям глухих и слабослышащих людей. Мы постарались, чтобы жесты и слова были понятны каждому человеку, у которого есть инвалидность по слуху. Мы будем говорить на жестовом языке. Внизу экрана вы можете прочитать субтитры, а для слабослышащих мы записали голос. Наше видео сопровождается иллюстрациями, которые помогут вам лучше понять соответствующую тему. В этом видео мы расскажем о том, что такое Конституция. Конституция Кыргызской Республики. Образовательное видео для глухих и слабослышащих людей. В демократическом государстве основным законом страны является Конституция. На основе Конституции принимаются все остальные законы, а также решения президента, правительства, министерств. Вы помните, в нашем первом видео мы говорили о том, что такое право. Право основано на Конституции. Конституция определяет, каким должно быть право в стране. В Конституции указано, по каким принципам должно работать государство. Конституция описывает, как должны взаимодействовать государственные органы, как должен работать президент, парламент, правительство и суды. Конституция говорит нам, какие права и свободы есть у граждан. Конституция также влияет на идеологию государства. Например, в Конституции Кыргызстана указано, что наша страна суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное, социальное государство. Суверенный означает, что Кыргызстан принимает самостоятельные решения и не зависит от других стран. Демократический означает, что в нашей стране власть принадлежит народу. Мы живем по правилам демократии. Правовой означает, что государство действует на основе права, на основе законов. Светский означает, что в нашей стране религия отделена от государства. Унитарный означает, что в Кыргызстане действуют одинаковые законы на всей территории страны. Социальный означает, что Кыргызстан заботится о своих гражданах и реализует социальные программы. Первая конституция независимого Кыргызстана была принята в 1993 году. В 2010 году на всенародном референдуме была принята новая конституция, в которую внесены изменения в 2016 году. В нашей конституции 9 разделов. Эти разделы состоят из 114 статей. Первый раздел называется «Основы конституционного строя». В этом разделе указано, что наша страна является демократической, а вся власть основана на воле народа. Второй раздел называется «Права и свободы человека и гражданина». Этот раздел описывает, какие права и свободы есть у граждан Кыргызстана, а также у всех, кто проживает в нашей стране. Третий раздел называется «Президент Кыргызской Республики». Президент – это глава государства. Президент избирается всем народом на один срок в 6 лет. Четвертый раздел называется «Джугурку-Кенеш». Джугурку-Кенеш – это наш парламент, в который народ избирает 120 депутатов. Парламент принимает законы и другие важные решения. Пятый раздел называется «Исполнительная власть Кыргызской Республики». В этом разделе говорится про правительство, потому что правительство представляет исполнительную власть.
Шестой раздел называется «Судебная власть Кыргызской Республики». Этот раздел описывает, как суды осуществляют правосудие. Судебная система состоит из Верховного суда и местных судов. Седьмой раздел называется «Иные государственные органы». К этим органам относятся прокуратура, Национальный банк, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов, Счетная палата, Акы-Катчи, омбудсмен. Восьмой раздел называется «Местное самоуправление». Этот раздел описывает, как власть осуществляется на местном уровне, в регионах. Последний раздел называется «Порядок внесения изменений в настоящую Конституцию». Этот раздел описывает, как можно поменять нашу Конституцию. Наше общество меняется, поэтому иногда возникает необходимость изменить Конституцию. Конституция – основа всех других законов страны. Благодарим за внимание.